Проводился тщательный отбор не только по внешним данным, но и по таким критериям, как ум, интеллект, умение преподнести себя. Требования предъявлялись в соответствии с возрастом, так как многие из участниц еще школьницы. Но несмотря на это, по словам господина Пассимора, наши девушки покорили его высокой культурой. Сегодня же впервые прошла демонстрация короны победительницы. Кстати, она создана казанским художником Ильгизом Фазулзяновым из серебра и рубинов. Так на чью же голову воцарится корона? Победительницей является... Рост 1,77 м, объемы 84, 60, 89. Татьяна Ковылина родилась 4 ноября 1981 года в Казани. Корону победительницы конкурса Elite Model Look Татарстан одела на себя в 17 лет. Вот здесь, на набережной Казанки, можно встретить Татьяну Ковылину, победительницу татарстанского тура международного конкурса Elite Model Look. Этим летом она успела еще и поступить в финансово-экономический институт. Я считаю, что каждый человек, который работает в какой-либо области, он чем-то торгует. Или своими мозгами, или своим телом, в конце концов. А сегодня Татьяна Ковылина выехала в Ниццу на участие в международном конкурсе Elite Model Look. Позже к ней присоединится делегация Татарстана. Таня Ковылина декларирует свои франки и доллары. Не будем уточнять сумму. В случае, если она победит в Ницце, 16-летняя Таня получит контракт на 150 тысяч долларов. Если ничего не получится, это в любом случае уже здорово. Это в любом случае первая победа в жизни, во-первых. Это мировой уровень, начнем с этого. То есть это победа, от которой, мне кажется, дивиденды все равно будут проходить на протяжении всей ее жизни. Таня едет одна, без мамы, самого близкого человека. Группа поддержки, делегация Татарстана, присоединится к ней дней через 10. Вся красота мира сейчас перед нами. 72 участницы из разных стран, 72 юных создания, столь очаровательных и свежих, что с первого взгляда трудно выделить одну, лучшую. Я не знаю, какие шансы, но мне хочется, но я не знаю. Они же не говорят. А примерно? Ну, может быть, а может и не быть. Я не знаю, я боюсь. Татьяна Ковылина – модель агентства «Лариса». В этом году впервые на конкурсе Elite Model Look был представлен Татарстан. Заметим, как самостоятельная единица, единственный регион России. Теперь в Европе знают, что у нас есть не только нефть. Red Stars вывезла в Ниццу двоих из Москвы и Тюмени. Мария Невская, from Russia. Русские не вошли в четверку самых-самых, но реальные контракты последовали тут же, например, для фирмы «Жилет». Наша модель, похоже, не до конца использовала свой шанс. В общем, лишь 30-ка при хорошем потенциале. Татьяна Ковылина. По словам Стефана Пассимора, Тане, к тому же, помешал крупный нос. Ее готовы взять в агентство «Элит», если она решится на операцию стоимостью в 6-7 тысяч долларов. Неудача в Ницце поначалу обескуражила Татьяну, но ненадолго. Как показала дальнейшая история, крупный нос не помешал нашей Тане сделать оглушительную карьеру в мировом модельном бизнесе. Вскоре она переезжает в Лондон, где начинает усиленно работать над своей модельной карьерой. И вот первая крупная удача. В 2002 году Татьяна впервые появилась на подиуме в показе «Бернхард Вильхем». В том же году Таня появилась на обложке журнала «Мадам Фигаро». По-настоящему успешным для нее стал 2004 год. Для участия в показах ее пригласили более 30 модных домов, в том числе Bottega Veneta, Ральф Лорен, Этра и Нарцисска Родригес. Татьяна все чаще начинает участвовать в фотосессиях для страниц глянцевых журналов и сниматься у известных фотографов. Вскоре она становится лицом Calvin Klein Jeans, Энн Тейлор и Givenchy. Затем были съемки для журналов Vogue Italia с моделями Хизер Маркс и Аней Рубик. Но настоящий триумф в карьере – 2005 год. 6 декабря в Нью-Йорке она впервые участвует в шоу «Victoria's Secret». Ежегодном показе, в котором участвуют самые красивые и высокооплачиваемые модели планеты. Канал CBS транслировал показ на 2 миллиарда зрителей по всему миру. По подиуму в одном ряду с Хайди Клум, Тайрой Бэнкс, Жизель Бунтхен и Наоми Кэмпбелл шли две казанские девушки – Евгения Володина и Татьяна Ковылина.
nice there. Look at those handsome guys. If I walk out now, you'll never see me again, I swear. God, I love you so much. Stop looking at your phone. I'm right in the middle of something. I'll call you back. I mean this. I'm gonna miss you so much. Give me the champagne. It's not a good look, baby. Give me the champagne. Here you go, buddy. В 2007 году новый рывок. Таня пробует себя в качестве актрисы. Она снимается в клипе группы Duran Duran «Falling Down» в роли анорексической алкоголички, прообразом для которой послужила Бритни Спирс. На тот момент ей уже 26 лет, и несмотря на отличную форму, Таня начинает задумываться о том, что будет делать после ухода из модельного бизнеса. В 2007 году приходит известие: бывшая казанская девочка вложила деньги в алкогольный бизнес в Латвии. Отныне манекенщице полностью принадлежат 3 из 4 компаний холдинга «Моно», специализирующегося на торговле алкогольными напитками. Ковылина инвестировала в латвийский бизнес почти 2 миллиона латов, войдя под номером 159 в список крупнейших иностранных инвесторов Латвии. Кстати, по слухам, 4-звездочный Татьяна Хоутел в центре Москвы назван в ее честь и, возможно, связан с ней финансово. Но специально для зрителей канала «Эфир» уникальный ролик, в котором Татьяна Ковылина впервые появилась на экране в качестве модели в 1997 году.